Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как лось попал под колеса КАМАЗа на Мамадышском тракте. С кювета спрыгнул. Животное 1,5 часа боролось за жизнь. Покажем задержание подозреваемого в повреждении машины такси. А куда ты поедешь, братан? Какую милицию? Какую, братан? Девушка-водитель испугалась ночью везти 3 пьяных мужчин, за что ее и наказали. Максим, так было же? Такого не было, не может быть такого. И смерть водителя за рулем грузовика. Это и не только прямо сейчас. Молодой лось попал под колеса КАМАЗа на Мамадышском тракте. Водитель грузовика пытался избежать столкновения и, как только увидел выскочившее прямо перед ним животное, вывернул руль влево. Но грузовик все равно проехал по Сахатому задними колесами. Травмы он получил смертельные, но погиб не сразу и на протяжении почти 1,5 часов боролся за жизнь. С кювета спрыгнул. Водитель КАМАЗа рассказывает, все произошло моментально. Ехал по Мамадышскому тракту в сторону выезда из Казани. Двигался по крайнему правому ряду. Скорость небольшая, километров 50 в час. И тут прямо перед носом выскакивает лось. Попытался его не сбить, но избежать наезда не смог. Знаков «Дикие животные» на этом участке дороги, уверяет водитель, нет. Я попытался, я влево взял, чтобы уйти от столкновения. Все равно зацепил задней частью, хотя он выскочил спереди меня. Лось попал под задние колеса КАМАЗа. Грузовик был хоть и пустой, но весит 8 тонн. И шансов выжить у Сахатова просто не было. Но животное еще 1,5 часа боролось за жизнь и все это время сильно мучилось. Что делать в таком случае, водитель не знал. И тут же позвонил в автоинспекцию. Сотрудники ГИБДД вызвали егерей. Лось скончался за несколько минут до их приезда. Специалисты говорят, к такому просто нельзя быть готовым. Лоси выскакивают на дорогу внезапно, и чуть ли не единственный шанс избежать подобного – это просто стоять на месте. Тем не менее, за гибель лося предусмотрен штраф 80 тысяч рублей. Но если ДТП оформлено правильно, покрыть ущерб природе должна страховка. Грузовик повреждений почти не получил. Погибшее животное егеря увезли на скотомогильник. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, «Вызов 112». А в Нижнекамске в металлическом заборе застряла косуля. Самостоятельно выбраться она не могла. Специалистам об этом сообщили неравнодушные жители города. Сотрудники отдела по биоресурсам и полицейские вытащили животное из западни. Ее отпустили на волю в Беклянском лесничестве. Здоровью косули ничего не угрожает. Ударом кулака по стеклу нового автомобиля отомстили молодые люди девушке-водителю такси, которая среди ночи, приехав на вызов, просто испугалась везти 3 нетрезвых мужчин на другой конец города. Вызов она отменила, объяснив им, почему, предложила вызвать другую машину и поехала. И в этот момент заднее стекло ее машины разлетелось на осколки. Девушка вызвала полицию и проследила, куда побежали нападавшие. Куда ты поедешь, братан? Какую милицию? Какую, братан? Молодого человека задержали у одного из баров на улице Октябрьская. Его друг уверен, что ни за что. Мы с товарищем выходим, с магазина. Нас берут, получается, вот полиция, вот это. Его берут, вы какое-то окно разбили, какая-то девушка убегает. Этой девушки в данный момент вообще нету. Мы зашли вот на 5 минут в этот бар, если честно. Зашли, выходим, его тут же под ручки, вот так вот крепят. Ну а что произошло? Вы что-то там разбили. Он уверял, что этот вечер провели с товарищем вдвоем. Выпили, но это и не запрещено. Претензий к друг другу не понимает. Говорит, все уже не в том возрасте, чтобы бить какие-то стекла. А тут какая-то не возьмись девушка, я ее даже знать не знаю, он ее знать не знает. И она на него, прикиньте, указала. Девушка подтвердила, молодых людей она не знает. Работает в такси. Глубокой ночью приехала на вызов на улицу Октябрьская. К ней вышли 3 нетрезвых мужчин. А ехать они куда хотели? На Чешмеле. Она просто испугалась их везти. Вызов отменила, посоветовала вызвать другую машину и поехала. И тут сильный удар кулаком по заднему стеклу. Множество осколков не дала разлететься тонировочная пленка. Тоже кровь у него. Кто это был, она запомнила хорошо. Посмотрела, куда они пошли, и после задержания опознала молодого человека сразу. Извините меня за выражение, у него с детства, родинка на лице. Это не разбитый. Автоледи написала заявление в полицию. Ущерб она оценивает в несколько десятков тысяч рублей. Данные деяния могут быть квалифицированы как умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений. Закон предусматривает за подобное вплоть до 5 лет лишения свободы. Нет, девушка, имейте в виду, если что, так мы это восстановим. Я не буду восстанавливать. Я, знаете, я сам вот сейчас издалека, приехал.
все, она уехала, за ним побежали и сломали. Зачем сломать? Максим, так было же? Такого не было, не может быть такого. Ты сам знаешь. Она же увидела, потом вы пошли туда, в шортах, она за ним пошла. Пойдет ли девушка на мировую в случае полного покрытия ущерба, она пока не решила. Сначала хочет посоветоваться с мужем. Юлия Гоголева, Константин Бушуев. Вызов 112. Мужчину, который ползал по асфальту, выполнял совсем не характерные для здорового, трезвого, взрослого человека трюки, задержали сотрудники полиции на улице Адаратского. Вызвали стражи порядка и скорую помощь прохожие. Они волновались, как бы мужчина, во-первых, не угодил под колеса. Все происходило у проезжей части. Во-вторых, кто знает, что от него можно ожидать и не накинется ли вдруг он на людей. Вскоре выяснилось, что в таком состоянии мужчина приехал за рулем. Все хорошо? Да, нормально. Нормально. Он уверял, что помощь не нужна и ему совершенно неплохо. Впрочем, то, что ему хорошо, возможно, даже слишком, заметили и прохожие, которые и вызвали полицию и скорую помощь. Они опасались и за его жизнь. Мужчина так и стремился на проезжую часть. К тому же мало кто понимал, что от него можно ожидать, и на всякий случай обходили мужчину стороной. Где я сейчас нахожусь? Указание, куда надо? Не понял, где? Тараскова? Мужчина рассказал, что живет в поселке Атары. Туда же и отправился. Пешком. Приехал на Адаратского на машине. А машина где сейчас? Забрали? Машину забрали автоинспекторы. Чуть раньше о неадекватном водителе «Лады Гранта» в ГИБДД также сообщили очевидцы. От прохождения медицинского освидетельствования 44-летний мужчина отказался. Можно, конечно, остановить. Да, вот. Несмотря на то, что тело мужчину слушалось плохо, он прекрасно понимал, что если медики выявят у него в крови запрещенные вещества, то его тут же поставят на учет, и водительские права он сможет вернуть еще очень нескоро. Пройти тест на употребление наркотиков ему предложили и стражи порядка. Предлагаю вам пройти медицинское освидетельствование. Отказываетесь? Да. Отказался он и от медицинской помощи. В конечном итоге мужчину доставили в отдел полиции по подозрению в употреблении наркотиков без назначения врача и всех дальнейших разбирательств. Рамиль Шайдуллин, Константин Бушуев. Вызов 112. 55-летний мужчина, водитель «Газели», скончался сегодня прямо за рулем. Он двигался по улице Хадид-Такташ. Тогда, вероятно, ему и стало плохо. Скорость была небольшой, но водитель, видимо, не тормозил. Грузовик остановился только когда уперся в стоящую впереди машину. Мужчине пытались оказать помощь, но все попытки были тщетны. По предварительным данным, смерть наступила вследствие острой сердечной недостаточности. 2 человека пострадали сегодня днем в результате столкновения 2 трамваев на улице Серова. Вагон 6-го маршрута догнал электротранспорт, который двигался по 1-му маршруту. Оба ехали в попутном направлении. Удар был очень сильный. В результате на несколько часов было перекрыто движение электротранспорта в обе стороны. Не знаю, там пострадавшая женщина с ребенком есть, но я с какого вагона, я не знаю. Мне просто врач сказал, что есть пострадавшая одна у них. Женщина с ребенком. В больницу доставили 2 человек. У 56-летней женщины, пассажирки переднего трамвая, врачи диагностировали перелом ребра. Во 2-м пострадал кондуктор. У мужчины заподозрили сотрясение головного мозга. Знаем зачем. Эксперты разберутся. Удар был довольно сильный. У 2-го вагона разбита вся передняя часть, вылетело боковое стекло, больше не закрывались двери. Их пришлось связывать между собой изнутри. На закрытом остался, попробуй. Он так-то на закрытый. Если так. В чем причина, технические службы предположить даже не брались. Ремонтные бригады восстанавливали питающие линии и решали, как эвакуировать разбитый вагон. Место крепления сцепки также было разбито. Нас не будет. Нас вызывает, приезжает. И все. Антугар сложим, на буксир, там разберутся. Водитель вагона 6-го маршрута рассказала, она пыталась остановиться, но вагон просто не слушался. С тормозами, уверяет, все было нормально. Дело в жаре. Плюс из-за погодных условий. Вот сейчас толкну. Пропало сцепление. Точную причину столкновения и виновного в этом происшествии теперь будут устанавливать эксперты. Рамиль Шайдуллин, Наиль Абдуллин. Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.